На прошлой неделе телеграм-канал «Искра Абхазии» распространил отсканированную копию документа за подписью экс-министра иностранных дел Инала Ардзинба, в котором он просит российского чиновника лишить гражданства России и объявить иноагентами 14 граждан Абхазии, большей частью имеющих второе российское гражданство. По мнению чиновника из команды Бжания, эти люди, отстаивающие интересы Абхазии, представляют угрозу для безопасности России. Вокруг письма один из анонимных каналов, специализирующихся на клевете против граждан Абхазии, организовал полемику ботов, которые дружно свидетельствовали, что данный скрин является фейком. Но как тут не провести параллель с протоколом Бжания-Козак и не вспомнить, что появление протокола Бжания-Козак в сети вызвало защитную реакцию чиновников, которые вместе с анонимами кинулись защищать Бжания. Мы же еще не забыли экс-министра иностранных дел Шамба, сменившего на посту Инала Ардзинба, главу Совбеза Лолуа, сменившего на посту Шамба в пресловутом Бжаниевском информационном центре, партию Амцахара и другие различные организации, которые с пеной у рта уверяли нас всех, что протокол фейковый, и заодно клеймили и предлагали привлечь к ответственности за клевету тех, кто публиковал этот протокол. К слову сказать, в конечном итоге истинность протокола Козак-Бжания признал сам экс-президент. Но вернемся к бывшему министру Иналу Ардзинба и его антигосударственной деятельности. На его защиту не встал ни один чиновник, ни одна государственная структура. Причин тому, на мой взгляд, несколько. Во-первых, научены опытом. Во-вторых, потому как Инал Батович, похоже, уже отработанный материал. И в-третьих, у самих рыльца в пушку. Ответить на обвинение и назвать фейком документ, выложенный Искрой Абхазии, попытался только один из анонимных каналов, который по разным версиям курирует все тот же Инал Ардзинба. Они даже сообщили, что авторы фейка выявлены, но мифических имен так и не назвали, потому как врать и организовывать травлю патриотов нашей страны насобачились профессионально. Но моя главная печаль даже не Инал Ардзинба, а то, что чиновников, которые готовы уничтожить интеллектуальную элиту Абхазии, патриотов, доказавших преданность своей родине в военный и послевоенный период, в нашей стране за период правления Бжания образовалось множество. На поверку оказалось, что надо всего-то ошибиться с выбором президента, и вся страна окажется под угрозой из-за чиновников, которые хотят выслужиться перед стратегическим партнером таким вот сталинско-бериевским способом, уничтожая лучших представителей нации. По некоторым данным, из 14 кляуз, поступивших в посольство России в Абхазии, 6 принадлежат перу Инала Ардзинба. Однако письма иналовского формата, в которых абхазские чиновники просят российских чиновников наказать патриотов Абхазии самым жесточайшим образом, поступали и от других представителей Бжаниевской команды отраслевых профессионалов. Спасибо, что не 1937 год, потому как именно такие случайные чиновники, не ощущающие Абхазию своей родиной, тогда просили расстрелять лучших представителей своего народа. Больше всего меня настораживает, что после того, как 1 марта произошла механическая смена Бжания, многие из тех, кто работал против нашей страны и ее народа, снова оказались востребованными в правительстве, теперь уже Бадры-Гунба. И вот это уже серьезная угроза, потому как случайность Бжания, похоже, превратилась в закономерность.